В зимнее время года, когда нет зелени и все владельцы частных домов топят печи, а также работают теплоцентрали, каждый кыргызстанец теряет больше всего здоровья. Из-за грязного воздуха у людей развиваются респираторные заболевания, появляется онкология и начинает болеть сердце. Пик загрязненности воздуха, по словам экологов, обычно приходится на декабрь месяц. В это время смог наиболее уплотненный, грязный и наиболее видимый. Были огромные пики, там у нас превышения были порой даже в 10, да, по-моему, раз. Это были зафиксированы в частном секторе. То есть в Акорго у нас была наиболее высокая цифра, которой даже в Алмате не было. Несомненно, это автотранспорт, потому что у нас превышены инфраструктурные возможности города в 10 раз, то есть около половины, может быть, чуть меньше половины автомобилей всей страны находятся в городе Бишкек. И когда пробки, да, получается, что очень много выхлопов выделяется именно во время пробок. Предельно допустимая концентрация вредных веществ не должна превышать 35 микрограммов на кубический метр. И если сейчас, летом, когда никто не топит печи, а зеленые деревья берут на себя основной удар, воздух еще более или менее чистый, то зимой ни в один день отопительного сезона воздух не соответствовал норме. В этом году очень много и сам премьер-министр, и даже что-то говорил новый мэр о том, что да, воздух загрязнен, и мы собираемся что-то с этим делать. Однако, к сожалению, мы пока не видим, это очень сложно, мы понимаем, да? Мы понимаем, что сложно взять и, там, за один год или там, за несколько лет улучшить качество воздуха в Бишкеке. Конечно же, этого не случится, но мы очень верим в такие простые решения, которые постоянно делимся. Простые решения – это рациональное управление транспортом, разработка стратегии мобильности Бишкека, развитие альтернативных видов транспорта – велосипеды, самокаты и электроавтомобили. То есть мы видим сегодня, что фокус совсем на другое. Расширяют дороги, деньги на это есть, а тротуары, к сожалению, остаются, не всегда, но не очень надлежащем состоянии. Да? В столице дела плохи, сетуют активисты. Но и регионам нельзя расслабляться. Экологи замеряли. Воздух сильно загрязнен в местах общепита. Это разного рода шашлычные, тандыры и другие коптяще-дымящие заведения. И если мы не хотим болеть, хотим, чтобы были здоровы наши дети, то и об экологии надо думать. Если вы хотите, чтобы воздух в нашем любимом городе, да и во всем Кыргызстане стал чище, прекратите топить печки пластиком и резиной. А еще вполне реально перейти с четырехколесной технику на экологически чистую двухколесную. Антон Чепегин, Жолбол Дубайсаев, Новости Ошпирим.